Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем сожалеет ваш мужчина? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, задайте ему вопрос. Мой милый дорогой, о чем ты сейчас сожалеешь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Так, о сожалении там много, слушайте, много. Я думала, про вас будет показывать в основном, а показывает он историю своей жизни. Знаете, девочки, это не про бывшего, это про мужчину, который с вами рядом находится. Если вы на бывшего загадали, это не ваша отсыпочка. Здесь больше отыграется, что муж, любимый, да, вот кто где-то рядом. Может быть, муж, с кем вы поссорились, либо любимый, с кем вы сейчас именно поссорились. Но здесь окончательного разрыва я не вижу. Смотрите, о чем он сожалеет в самую первую очередь. Центр, да? О том, что он не добился успеха. О том, что его какие-то планы, какие-то его амбиции рухнули в один момент. При этом этот человек сам себя оправдывает. Конечно же, он подозревает, что он тоже в чем-то виноват и где-то он неправильно поступил. Но винить других гораздо легче. И сейчас у вашего загаданного человека именно такая стадия, когда совесть периодически там ему позванивает, но при этом он успешно от этого, знаете, закрывает уши и начинает искать крайних. Кто? Вот Петя, Вася, Таня, Маша, да, Оля, вот они виноваты. Нет, я хороший, нет, ну меня просто обманули, я ж с порывом, я ж ничего плохого не хотел, да, это меня обманули. Вот амбиции, его амбиции у него на первом месте. Вот есть у него какая-то, как бы вам сказать, да, какое-то заблуждение, да, что вот если бы я был там богатый, если бы у меня были там деньги, ну, как бы ничего плохого бы со мной не случилось. А вот поскольку там плохие, злые люди, законы, и Бог знает что, меня ограничили, вот теперь вот сижу на руинах своей жизни. Это самое главное, его сожаление о том, что он ничего не добился. У кого-то, девочки, отыграется, что мужчина в том самом критическом возрасте, да, когда как кризис среднего возраста у него начинается. И он начинает подводить итоги своей жизни, понимает, что он не блеснул, не взлетел, да, ни летчик, летать не может и не мог. Вот, и становится ему от этого очень-очень противно. Что касается вас. О чем он сожалеет? Ну, во-первых, сожалеет о том, что он вас не слушал и не слушает. И каждый раз он, не послушав вас, совершив какое-то действие, какой-то поступок, получает одними и теми же граблями прямо в лоб. Прямо, знаете, посерединочке, да, между бровей. И так сильно-сильно, с треском, звуком. И в этот момент, когда ему очень больно, он вас вспоминает. И думает: Господи, ну какой дурак, ну почему не послушал? У меня же такая женщина умная, все мне это сказала, а я поступил как лох. Вот об этом он думает, и об этом он сожалеет. Но сказать этого он никогда не скажет. И признать это вслух он тоже никогда не признает. Слишком большое эго, слишком большая гордыня. Мне в этой отсыпке, вот я честно вам скажу, что мне не нравится. У него как-то все подмешано. И любовь, и деньги. Вот он не разделяет этого. Вы для него женщина ресурсная. Может быть, вы сами хорошо зарабатываете, может быть, вы за ним как-то хорошо ухаживаете, может быть, жилплощадь, да, ваша, он на ней проживает. Он боится вас потерять. Но вот главный фактор все-таки не про любовь. Вот он не верит в любовь, честно. Вот этот человек зашел, он не верит в любовь. Он считает, что это какая-то придумка. Ну, люди там жили, придумали себе эту любовь, верят в нее. И вот эти все свои срамные помыслы на любовь списывают. Вот такое у него представление. Знаете, хорошие, что я вам скажу? Нет, он, конечно, не из-за денег с вами, не из-за каких-то там
скажем так, ухаживаний. Он душой любит, но он какой-то уж слишком бессовестный выходит. Бессовестный, либо он об этом просто не задумывается вот, до конца, отвергает. Вот чувство, любовь он отвергает. Считает себя, конечно же, он подарочком судьбы, и искренне удивляется, почему это вы так на него там не молитесь, почему вы на него ругаетесь. Это его бесконечно удивляет и обижает. О чем он сожалеет? О том, что вас не слушал, о том, что к вам не прислушивался, о том, что не делал так, как вы ему советовали. Сожалеет об упущенном времени. Время было упущено. Возможно, в ваших отношениях. Возможно, вы действительно сейчас с ним в состоянии холодной войны. Что-то он не сделал, обещал и не сделал. Как-то, может быть, поступил опрометчиво. Либо дал вам повод, да, на него злиться. Вот он думает, блин, надо было как-то вот по-другому, да, по-другому надо было. То есть не то, чтобы ему там совестливо было, нет, он думает, что нужно было как-то похитрее это все сделать, чтобы вы там не узнали, либо придумать какую-то отмазку там железнобетонную, чтобы вот прям, не случилось между вами разногласия. О чем он еще жалеет? Жалеет о том, что нету у него рычага давления на вас. Вот он хотел бы на вас надавить. Вот так, знаете, как стукнуть, да, что вы там прям испугались, сказали, ой, милый, только не переживай, все, что хочешь, для тебя сделаю. Нет, вы его не боитесь. И вы никогда под него прогибаться не будете. Ушло то время. Кстати, об этом он тоже сожалеет. Время, когда вы его безгранично любили и безгранично ему доверяли. Верили каждому его слову. Это время прошло. Безвозвратно прошло. И он понимает, как бы он там ни силился, ни тужился, ни пыжился, ваше доверие уже не вернуть. И об этом он тоже очень сожалеет. Сожалеет так, что хочется плакать. Но знаете, как он думает? Вот думает, какая же она, умная, да? Как же она меня раскусила. А я, надо было похитрее, надо было как-то вот там ужиком проходить. Вот это думать. Вот это мне очень не нравится в этом человеке. Мне кажется, что он очень хитренький и такой, знаете, немножечко самовлюбленный. Он живет для себя. Вот честно, для себя. Это такой нарцисс. Нарцисс прекрасный, собой любуется и живет для себя, для своего удовольствия. Если ваш мужчина другой, девчонки, это просто не ваша отсыпка. Здесь пришел противный мужчина. Этот мужчина, он не умеет выражать ни своих чувств, ни своих эмоций. Причем еще и жадноватый. Вот на деньги, на подарки, да даже на добрые слова он жадноватый. Даже в интимной жизни он всегда думает о себе. Вот чтобы не было хорошо. Да? Что там женщина, неважно. Да? Неважно. Вот солнышко пришло, она уже должна быть счастлива. Такой человек пришел. Знаете, и совести бы ему побольше, и он бы мог даже стать очень приличным мужчиной. Но пока ему эта опция недоступна. Так, сожалеет он еще о каких-то мужчинах, не знаю, может быть, друзья, коллеги, начальники. Куда-то, может быть, его звали, куда-то приглашали, он не пошел, поленился, не пошел. А теперь, значит, эти друзья, товарищи добились каких-то результатов, хвастаются перед ним, а он сидит, извините, лысого гоняет. И от этого ему тоже очень не по себе. Так, еще хочу сказать момент. У него в прошлом был какой-то контакт с женщиной. Причем женщина как бы сама себя ему предлагала, навязывалась, да, то есть там какой-то флирт был, либо это в его представлении был флирт. Вот, он этой женщине как бы отказал. Типа такой благородный мужчина говорит, я же женат, какая мне тут женщина. Хотя на самом деле там было что-то другое. Это была либо лень, либо нежелание, опять же таки, да, женщины, это же деньги надо на нее тратить. То есть, понимаете, вот этот момент. И он думает, а если бы я тогда с этой женщиной закрутил, что бы было? Хотя я вам сразу скажу, нет, не стал бы он с ней ничего крутить, это вообще не его уровень с женщинами крутить. Его уровень — это дома сидеть, там, не знаю, с друзьями пойти, там, на рыбалку съездить раз в год. Да, в основном это телевизор, диван, пиво. Вот это его уровень. Его просто идеальная мечта об идеальной жизни. Так, еще хочу по поводу этого мужчины сказать.
У него какие-то проблемы были, причем проблемы достаточно серьезные, документы, деньги, может быть, вложился неправильно, может быть, не там, там подпись поставил, роспись свою поставил, что-то не дочитал, что-то не сделал. Вот, сейчас он тоже об этом сожалеет и думает, вот это подстава, да. Но опять же, не винит себя, он думает о том, что люди ему специально такую вот свинку подсунули. Знаете, вот впечатление такое от этого песка, что это непослушный ребенок, такой просто непослушный ребенок. И у вас есть от него разочарование. То есть женщина разочарована в этом мужчине. Женщина, кстати, может даже думать, что делать, оставаться или уходить. Кстати, тут еще может быть момент, что он вас мог обвинять в том, что из-за вас у него как бы связаны руки. Он бы хотел порхать, но вынужден ходить по земле. Да, вот там семья, дети, там какие-то обязанности. Вот он считает, что он из-за этого, может быть, карьеру не сделал, либо каких-то там высот не добился. И есть у него такой моментик. Вы знаете, я вам такую вещь скажу про этого мужчину. У него в ближайшем будущем какие-то будут непростые ситуации. Непростые. И там, где будет замешано, ну как сказать, высшие силы будут ему посылать такие ситуации, где ему нужно будет поступать по совести. Там, где совесть будет на первом месте. И именно не он, а его совесть будет принимать решения. Делать, не делать, поступать, не поступать, помогать, не помогать. Вот это его ждет. Причем это у него будет прям как череда событий, вот такая событийная линеечка будет проходить в определенном отрезке времени. Вот тогда вашему мужчине будет очень нелегко. Невероятно нелегко. Здесь он пройдет такую школу, да, прям экстерн обучение пройдет, вот как в один миг пролетит. Это очень сильно повлияет на этого человека. Здесь произойдет полнейшая переоценка ценностей. И он поменяется, неважно, сколько ему лет. Я вижу, что ему по судьбе поменяться. Причем, как он поменяется, я не могу сказать, в лучшую сторону, в худшую сторону. Либо он станет человеком с большой буквы, либо он станет просто, скотиной. Да? Вот простите, но скажу так. Потому что сам он по себе человек непростой. Уж слишком много всего в нем намешано. Да, в нем есть хорошие черты, да, в нем есть какие-то положительные моменты, но их крайне мало. И он настолько их прячет глубоко в себе, что, невооруженным глазом и не увидишь, мои хорошие. То, что сейчас происходит с вами, это логично. К этому все уже шло. И если бы ваше терпение было менее, скажем так, раздутым, то уже бы все давно закончилось. Вы его все-таки на себе тащите. Без вас, вы чувствуете, да, что без вас он просто пропадет. Пропадет и не сможет. Ни прожить, ни выжить, ничего не сможет. Кстати, еще такой момент отыграется, что у этого мужчины была семья. Может быть, дети где-то у него есть. И, возможно, он с этими детьми либо крайне редко встречается, либо вообще не встречается. Об этом он тоже иногда задумывается и, да, сожалеет. Но там он скорее винит ту женщину, другую, да, от кого у него ребенок. Он говорит, это из-за нее. Вот если бы она была там не настолько там плохая женщина, я бы приходил, я бы общался, я бы помогал. Сам себя опять же таки оправдывает. Если у вас есть ребенок от этого человека, то во всех, скажем так, оплошностях вашего ребенка, в каком-то, может быть, не совсем приличном поведении, он всегда винит вас. Если он, например, не участвует в жизни ребенка, он говорит, нет, это ты мне не позволяешь. Если ваш ребенок что-то делает не так, то он говорит, вот весь в тебя, либо это ты ему это разрешаешь. То есть на себя он вообще ничего не берет. Он со всех сторон для себя чистенький, красивенький, все вокруг грязные, вонючие, а он прям идеал. Его ждут большие сюрпризы, невероятные сюрпризы. Знаете, он окунется во все, что он сейчас очерняет. То есть с ним произойдут все эти ситуации. Судный день у него впереди, мои хорошие. Вот по-другому и не скажешь. Что делать вам? Здесь особых указаний нет. Живите, как жили. Занимайтесь собой, занимайтесь своими детьми, своей работой. Не обращайте на него внимания. Он от вас
не отстанет. Вот честно вам говорю, он от вас никуда не денется. Потому что, конечно, он хитренький, но не дурак. То есть такую женщину потерять, господи, но он на это не пойдет, понимаете, не пойдет. Ради вас он готов практически на все, но не ради вас, ради того, чтобы быть рядом с вами. И вам еще это предстоит увидеть. Мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.